Да, вот медаль, конечно. Приятно держать всегда такую медаль в руках. Такое дается не часто и не каждому. Вот. Может, я сейчас где-то это и не совсем осознаю, скажем так. Вот. Ну, в тот момент на пьедестале чувствовалось счастье такое, знаете, лило из меня счастье в душе, все бурлило, гордость за свою страну, гордость за свою маленькую республику, Ингушетию. По себе уже по опыту знаю, если я волнуюсь перед боем, если я настраиваюсь на бой, и у меня есть такое волнение, не то, что боюсь соперника или там, просто волнуюсь перед боем, то значит бой у меня пройдет хорошо. Все мои бои прошли, скажем, ну, по-своему очень, каждый бой был по-своему тяжел. Первый бой был с иранским боксером. Этот парень мне попался метр по 2 ростом, очень высокий, вот, при моих 180-183 сантиметрах. Вот. Парень очень высокий, чемпион Азии, как потом я узнал. Вот. И было тяжело мне попасть в него. Но все-таки я целеустремленно шел и добывал эти очки, нужные мне для победы. В итоге счет 7-4. Я выиграл первый бой, стартовый бой, он самый важный. Как ты начнешь, так и ты и продолжишь. Следующий бой был с французом. Я раньше встречался на чемпионате мира с этим очень мощным боксером из Франции, темнокожим. Вот. Ну, тогда я у него выиграл тоже, с хорошим преимуществом. И сейчас мне удалось у него выиграть со счетом 18-9. Особенно хорошо прошла концовка этого боя. Парень сам по себе, я знал, что захочет вернуть должок, проиграв мне на прошлом чемпионате в Чикаго. Но у него это не получилось. Я настроился на бой, вышел и выиграл его. Вот. Следующий бой был с кубинцем. Тоже молодой, крепкий, очень идущий вперед, атакующий кубинский боксер. И было тоже с ним непросто. Но сказался мой опыт, мои там, физические тоже данные, вот, моя техника, тактика, все, что вложили в меня мои тренера. Мой родной тренер — это Руслан Чапанов и Яковлев Филипп. И тренера, которые работали для победы. Четвертый финальный мой бой был с итальянским боксером Клементо Руссо. С ним я встречался на прошлогоднем чемпионате мира в Чикаго, где у меня было досадное поражение от него со счетом 6-7. Видите, он тоже непростой боксер, интересный. Он тоже не зря и тогда на чемпионате мира дошел до финала, и сейчас до финала он добрался. И мы опять же на Олимпиаде встречаемся с ним же в финале. Вот. Но тут я постарался, конечно же, вернуть должок, и у меня это сполна получилось. Но какой был счет, я узнал только на утро. Счет был 4-2, это, можно сказать, хоккейный счет. Я постарался, конечно, сильно, было непросто, очень такой скользкий, очень такой, со своеобразной техникой боксер, этот итальянец. Вот. Но мне все-таки удалось взять верх и вернуть долг. Я вот стоял на пьедестале и думал, обычно же, когда вот золото добывают, и когда, как вот сказать, радуются, и у людей бывают слезы счастья. Но у меня их почему-то не было. У меня их не было. Но вы знаете, когда я уже остыл и приехал к себе в деревню, отдохнул, поспал, и утром проснулся, я что-то рано встал, и я не знал, чем заняться, я пошел в интернет-кафе, сел. Я читаю очень много комментариев людей, и начинаю постепенно понимать, что у меня идут слезы, что из меня капают слезы. Вот, знаете, вот такое, так восторгались моей победой, моим успехом, мои земляки, весь российский народ. Да. Ну, в целом, я скажу вам, мы вышли в общекомандном зачете на 2-е место, уступив только Китаю. Куба осталась позади, замечу. Вот, мы опередили Кубу. И если не считать Великую Китайскую стену и китайскую сторону, то Россия победила в боксе.